Мы летом были, сначала посмотрели, как живет Гагой. У нас тоже есть такие ряды. То есть в свое время, когда я рынок строил, мне помогали киргизы, азербайджанцы, хохлы. Сказали, строй двухэтажные контейнеры как на Гагое, строй двухэтажные контейнеры как на Харькове. То есть советчиков были, и я послушался всех и не жалею. В этот раз тоже на новый рынок решили тоже строить таким образом, ставить двухэтажные контейнера. Дело не в том, что жалко их строить капитально, а в том, что он более экономичен, более мобилен рынок без контейнеров. Как вы свои оцениваете, не знаем. На сегодняшний день вообще-то в России контейнера стали модой. В Лондоне, Домодедове, в Ростове на левом берегу из контейнеров построили. Вообще-то контейнера сегодня в тренде. Ну, я понимаю, 2,50 шириной, 2,60 высотой, не столько немножко неудобно, но тем не менее я все сделал так, чтобы можно всегда кроить вдоль и поперек, резать, варить, делать этот бутик, крыша есть, поэтому такое предложение, все-таки я вот тут пишу уже в газете, что я и к своему стыду не знал, что есть рынок. Какая-то проблема с налогом, социальным фондом, с туалетами. Ну, в общем, все, что касается, всех проблем, касающихся предпринимателей. Потому что такое количество денег работы. И вот у нас образовался такой профсоюз, который существует больше 20 лет. И в профсоюзе у нас более 55 старших рядов, которые рассказывают проблемы и решают эти проблемы. Значит, то, что вы сейчас принесли, Ростов-на-Дону, это не впервые для нас, правильно? И мы с рынком Краснодаром, с Новосибирском, с Туркестаном, с Алматой мы говорили, с Москвой говорили, с рынками Казани говорили. Также вот Шамиль предлагает, вот почему большая часть у нас задействована, вот Кирбен, вот у нас сидит представитель рынка Кирбен, он занимается у нас, вот Кулан, председатель профсоюза Кирбена, который занимается обувью, очень он является крупным оптовиком обуви. Они там целые, у них там ряда людей, которые занимаются этим. Вот представитель Джунхая, рынок Демилыч, занимается китайцы, тоже представитель профсоюза. Я пригласила Самопашин, рынок Алкан-Базары, который вот занимается, это крупные Самопашин. Я не говорю, что сегодня вы должны взять и немедленно выехать в Ростов, расположиться и работать. Но всегда говорят, яйца не надо складывать в одну корзину. Ее надо в разные, да? Вы прекрасно это знаете. Вот кто говорит наша корзина, ассоциация всегда. В одну корзину не складывают. То есть есть очень много предпринимателей, которые открыли точки в разных городах, которые ездят у нас, и в Новосибирске у нас остались люди. Там белье занимается, и обувью занимается, и ездят, летают, и там проверяют, затем они едут, и в Казани мы выезжали, тоже люди остались. То есть произошел избирательный такой отбор людей, которые выехали, посмотрели и выбрали, что для них важно. Здесь сидят, я всегда говорю, бизнес дураки не делают. Бизнес делают образованные люди, которые умеют считать деньги. Всегда мне говорили, не надо иметь высшее образование, надо иметь высшее соображение. Я всегда говорю, без высшего образования далеко не уедешь, но, к сожалению, жизнь показала, что высшее соображение сегодня очень важно. Насколько это вот у всех, по-моему, предпринимателей есть высшее соображение, считать, какую картину складывать, что складывать. И наш предприниматель, который более 27 лет работает здесь, они прекрасно знают, здесь они смогут развиться, смогут, этот Ростов для них, Краснодар для них, или там, то есть, поэтому мы вас сегодня собрали. И
Газету мы, конечно, возобновим. Сейчас посмотрим. В тот момент, наверное, не обратили внимания газеты. Не обратили внимания. Мне, по крайней мере, вопросы мне несколько человек задавали, большая часть не задавала. Мы это возобновим, эту газету. Но мы хотим человек 10, отбор буду делать я. Человек 10 вылетит в Ростов-на-Дону и на месте посмотреть. Обязательно будет там 3 там, обувщики, 4 человека там самопошивок, непосредственно кто занимается. И вот заинтересовалась белье. У нас группа занимается бельем. Бельем. Драйвер крупного среды есть 2 больших ряда, которые полностью они обслуживают и Среднюю Азию, и Москву, Россию, российские города напрямую, которые обслуживают здесь. Есть у нас предприниматели, у которых даже фабрики, цеха находятся в Китае, в России, представители, обувщики, которые здесь уже шьют обувь. Есть костюмы по итальянской продукции, здесь шьют Made in Italy. Есть носки, которые производят у нас здесь. Действительно, не различишь между китайской обувью, между итальянской обувью, разницы никакой нет. Когда костюмы удивляются, говорят Made in Italia, неудивительно, это шьются у нас достаточно. И цеха находится там, не то, что я вас, действительно, это факт, это надо признать. Я была в цеху там, где Made in Korea носки. Вы думаете, что носки здесь, большая часть носки делает здесь. Полностью здесь носки. Привозят фурнитуру, часть какой-то продукции и все делают здесь. Ну и в этом плане я хотела бы тоже Ростов. Оскар Матковой встречался с представителем, и он попросил нас сопроводить, рассказать нашим предпринимателям. Наш президент делает так, чтобы, опять же, вы также продолжали, не закрывали свои контейнеры, не закрывали свои производства, а пусть дополнительная точка будет открыта. Я заинтересовалась, что у них товарный голод, а почему бы нет, почему бы не поехать. Вот в этом плане мы сегодня пригласили с вами. Люди хотели вчера вылететь, но я сказала, вы должны с первоисточниками поговорить, с лидерами наших рядов, с нашим профсоюзом. У нас здесь 12 субъектов, где есть средства профсоюза. Я пригласила крупные рынки, Алтан базары, действительно, есть штанги непосредственно. Вот если у вас, для себя и уже задавайте вопросы, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, от первоисточника мы зададим им вопросы. Он сказал, если я что-то не отвечу, я возьму это на заметку и обязательно этот вопрос отвечу. Налогообложение в этом году было, называется, единый налог на вмененный доход, ЕНДВ называется. 5 квадратных метров с этого платишь. 5-150 квадратных метров по количеству квадратуры с него платишь. Это очень хорошо. Это для российских богачей единый налог на вмененный доход. Это просто золото. Ты все, что угодно показываешь карточку, что хочешь. Ты обелишь за 3 года, ты обелишь миллион миллиардов. Придумано было для России. С Нового года делай налог доходный минус расходный. Я это законодательство знаю, сколько мне нужно. Я вам скажу, очень либеральное законодательство налоговое. Доходы минус расходы. Одни доходы. До того сейчас стало меньше проверяешь, и до того стало меньше количество работающих налогов. Пока ты пойдешь наличку, накатаешь обратное заявление, они вряд ли придут. То есть все поставлено на электронный режим. Да, у нас на сегодняшний день поставили кассы. Но с 1 июля поставили кассы, не гоняют, чтобы с кассами были вопросы. Просто они понимают, что на сегодняшний день кассы людям надо привыкать, что у него есть кассы. А потом привыкать, что надо его пробивать. Возникает вопрос, у всех возникает вопрос, как быть с кассой в мороз. За кассу в мороз отвечает этот, который продает кассу. Даже если не пробивается, он отвечает, потому что есть договор на потребителя и поставщиком кассы, что если не пробивается при минусовой температуре, отвечает поэтому спрашиваю метеоролога, сколько градусов не прошивается, и так, чтобы ходить глобально
ну, по видео на сегодняшний день, получается от 6 тысяч, если не больше, налоговых состоит. Это надо так, чтобы перекрутить, так, чтобы они заходили, тогда проверяли. Ну, это невозможно. Потому что тотальная проверка в России на налоговую ушла. Все прекрасно понимают, что человека давишь, ну, человек не может решить. Это убрали. Россияне. Насчет этого охраны, насчет милиции, насчет всего, то, что делаете на территории рынка, это мои вопросы. Я сильно не занимаюсь, просто я занимаюсь законом. Если вас устраивает договор аренды мест, проблем в этом нет. Насколько у нас получается, если капитальное строение до 11 месяцев, после 11 месяцев через юстицию. Проблем в этом нет. Договор составляется на 11 месяцев и пункт. Если ни одна из сторон не заявила желание расторга, договор считается рабочий срок на тех же условиях пролонгирован. Поэтому все ваши условия можно обсудить, посмотреть. Я думаю, у вас всех появится намного больше вопросов, на которых я наверное смогу ответить. Я тоже рыночник, в течение 20 лет, я тоже знаю. Я тоже знаю ваши проблемы. Да? Мой плюс в том, что я работник предпринимателя, перерос рыночника, и все проблемы рыночника знаю. Мой минус в этом деле, я своего анекдота не. Все скажут, это не так, но потом скажут, что возможно. Вот есть такое. Ну, если человек с тобой руку подает, ты его должен понимать. Вопрос у вас. Смотрите, вот самый большой рынок это Пятигорский. И там меньше стало людей. Но он начинался с Грозного. И вот Пятигорск, он настолько мощный на сегодня. Если понятие полномочный представитель президента Южного федерального округа, если о чем-то говорите, то тогда в свое время генерал полковник Казанцев не мог с Пятигорска расступить. Насколько он мощный. Насколько он там, он говорит, да, что точно надо посмотреть, огромные контейнера, сейчас они должны поставить, все есть маршрут, Ростов, Москва, Ростов, Пятигорск, маршрут прямой. Карго, Бишкек, Москва, Ростов, Бишкек, Ростов, Карго, Стамбул, Ростов, Баку, Ростов, Пятигорск, Ростов. Карго-система работает отлично. Но Китай, Ростов, это однозначно точно. Но есть два варианта захода на ростовский рынок. Это через Атлантику и через Средиземное море на Ростов, на Черное море и на Новороссийск. И есть заход на Ленинград через Ледовитый океан. Но больше всего карго идет железной дорогой через Сибирь. Кого обслуживаем? Ниже нас пока Краснодарский край, Ставропольский край, моя родная Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Кыргызстан, Майкоп, Адыгея. Вот это мы в свое время, весь сектор обслуживали. Калмыкия, Астрахань. Сейчас появился очень крупный потребитель, называется Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Сегодня можно посмотреть. 60 километров, да. Это появился новый покупатель уже 2-3 года. То, что было, чтобы рынок не потерял свое, мы ночью ходили, ловили всех оптовиков прямо на постах ловили, визитки, бесплатная кормежка, ночевка, охрана, сопровождение, чтобы люди не подумали, что рынок как. Теперь, когда рынок появился новый, у меня в одном месте есть, рынок появился новый, значит, надо им заниматься.
оплачено, контейнеры поставлены. Я бы, наверное, в прошлом году занялся, да, и 1,5 года назад занялся. Но тогда у меня гулял ветер. Ну, на пустое поле, а сейчас есть вариант. И вот сегодня еще я получаю вот на днях взял на ветку, слышал. Вот на днях я получаю еще теплый жена. Большей сложности на 2-300. Ура, ветер. Завтра это еще можно строить второй этаж. Предприниматели всегда, и понятно, это и нужно, хотят склад. Хотят склад, чтобы оно пусть будет камера буду хранить, шины буду хранить, из дома там старые стулья буду хранить, все выкину. Ну, все, мы приехали туда, в Ростов, с одним дипломом, все заработано, без воровства, без ничего, что такое, если вы стоите, при этом точно так же все едут красиво. Никто со своими людьми, со своим мужиком не едет. Поэтому проще так. Вы сюда целевую аудиторию, наверное, Да, самопошив, да, если самопошив не говорит, если вы обувь на самопошив, если будете читать, не знаю, да? Вот самопошив, я понимаю, в свое время цеховик. Да? Цеховик это все. Правильно? Если я что-то... Все, что осталось, все, которые остались, они резко подняли цены. Недостаток и дефицит товара гоняет людей по дорогой бизнес. И у них от этого тоже происходит удорожание себестоимости. Разве? Нужен здоровый конкурент. От нас 500 километров. Зона покрытия наша это 500 километров. 500 есть. Я скажу. Я скажу. Москва всех закрывает. Москва закрывает. Мы были в Москве. Ростов занимал 4-е место. После Москву не считает, Ленинград, Свердловск, Казань, Ростов был на 4-м месте. Москва закрывала всех. То есть ваш самопошив, ваш товар, да, что он идет на Москву начала. Я посмотрел. После этого он идет обратно на Новосибирск. Согласитесь? Если мы сейчас карту посмотрим, было бы логичнее, чтобы он оставался в Новосибирске. Да, ну, если связи, да? Но Москва закрывает всех. И Петербург закрывается. Но товар дорогой. Ну, вы не можете сказать, что ваш товар дороже будет, чем китайский. Ваш товар. И дороги. Дорогу мы не изменим. То есть, как на курс доллара, мы на дорогу не можем влиять. Не, мы можем влиять своим карго, да? Но оно сильно не изменится, так? Мы как курс доллара, есть некоторые вещи, которые мы не изменим. Ни погоду, ни курс доллара, ни время выезда мы не изменим. А именно оптимизация налогов, именно аренда, именно условия, это наша работа. Я про что? У нас в бизнесе как? Что влияет на количество Согласен, я только что сказал, я в Ростов приехал с одним дипломом, с одним аттестатом. Точно так же все едут туда с одним паспортом. Согласен? Я вашу ссылку завтра, вашу ссылку отправляли, я все Там же мы сняли, расстояние, рынок очень компактный, с одного места до другого места. У меня контейнера. Я считаю, что это самый дешевый, легкий вариант. Я сейчас сделал так, не два вот поставил как эти контейнеры, да? Я ставил контейнер, внизу полностью контейнер, вверху 1-2 нету, 1-2 нету. Чтобы еще середину не резать,
лучше наверху выше и накрыть. И получается наверху вообще зал. Не зал, но больше всего склад. Можно другой вариант. Контейнер вверх поднимаешь его оставляешь, а внизу делаешь подход. Проживание рядом. Проживание поселок. Поселок есть. Есть дачи. Сейчас скажу дачи. 2500, 3000. В округе более, на расстоянии 3 километра, в округе более 10 тысяч дач. И большинство, которые приехали со Средней Азии, половина, я вам скажу, с весельным больше. Дача, квартира архитектура, дача после этого, дача по 6 соток, большинство участков делают пополам, по 3 сотки на участок, и дача, которая является очень дешевой. То есть, оценки остались на производство. Арендовать можно спокойно. Купить сейчас вообще дешево стало, земельный участок есть до миллиона. Рублей, да? Нет, 600. 600. 600. Строительство тоже много. Нет, вы так, давайте вы так по порядку нам расскажите, да? Квадратный метр столько стоит, жилье, допустим, столько стоит, и перечислите нам, если знаете. Вот спросили, я сказал, я Камал, все поняли, сказали. Камал, уже сказали. Или 10 Тише. Soba кетсаның арендовать 600, да? жашаған жерін дачаны сымайта түш керек та. Квартира конкретно нет. Хотите дальше услышать, скажу. Только если расскажу, не считайте, что много говорю. Нет, не мой рынок. Не мой рынок. У меня был пожар случайно в 2011 году, 2 контейнера. Я Горел, пришел, который стихийно создался, и потом ответственность никто не взял. Там причины, там очень много было. Но это не детальное строение. нет. У меня что есть, я, вот, у меня 2 случайно там были. Они не сгорели, того же обугли. Я заплатил 2 миллиона 200, и я хожу по городу и со своего происхода. Потому что в лицо мне не может никто сказать, что из-за моих неправильных действий кто-то споткнулся. Я не пришел сюда ходить. Я любому лицу прошу, что я сделал плохого, и никто не знает. Рынок, да, потому что в том сгоревшем рынке было 777 мест, больше половины медикаментов. Они оборудованы хорошие, очень хорошие руки, они все. Знаете, что сказать? Я сказал. Вы знаете, сейчас вот газету писали, да? Сейчас газету написали. Полгода бесплатно. Через полгода уже повестку. Но я сейчас и цифры скажу. Если я цифры не скажу, вы не думайте, что у вас есть барабаны. Я на верхнем рынке на новом рынке 7 лет цены был. 7 лет. Пока не набирал. Я пришел сказать, вот там цена 150 тысяч. У меня 20. Там максимально 150. Влада, если 70, на соседнем 360. У меня максимально 20. Давайте поднимем на это. Ну что, возмущали? Да, на 5. Я говорю, вот сколько можно за это время вы набрали оборот. Если вы за это не набрали оборот, ну нет смысла попусту ходить. Попусту ходить на рынок нет смысла. Если вы за 7 лет научился набирать,
Потому что у меня и новый промысел, и раздача повысилась, и крыша, и репетитор, все. Не от того, что я жалею, немножко, я только начал вытягивать, меня начал совершенно другие люди, которые наоборот. Да. Поэтому на сегодняшний день 5-тонный контейнер я мог бы и меньше делать, но я так посмотрел, бесплатно тоже не очень. 5-тонный контейнер. Как простой контейнер 10. Это я смотрю по этому. Да, я смотрю потому как и привлечь, и оставить человека. Потому что, да, я хотел бы, чтобы они по 100 часов, да? Он 100 часов заработает. Сюда получить, выкидывать, получить, выкидывать. Когда приходили ко мне, когда я складывал контейнер, если вы меня правильно поймете, сказали, хотим купить по 30, по 50. Я вам скажу, что он покупает 30, я с ним подписываю. Сначала я его сажаю на дом, потом он аренду сажает. Смысл? То есть, я Он мне так ответил. Я неправильно поняла, что он ответил так. Там есть ряды рынок, где пользуются спросом, как и у нас. Оптовые там, где я вчера с вами но у меня сложилось впечатление, дай Бог вам, Полина Жилина, задумали, он не тот человек, который хавает, болеет за свой рынок и болеет не за сколько рынок, а за тот народ, который там работает. Вот вмешивается вот, чуть не там, где он живет, где он торгует, как он товар привозит, кто его обижает. Это человек, который переживает за это. Это очень важно. Если человек там сидит, там, ты ему давай, человек сразу чувствуешь. Поэтому у вас большое будущее. И я думаю, что мы сегодня послушали его песню, там откроем, открыто больше времени делать мы, а не по-другому. А как говорится, перевалили цену немного дешевле, подойдешь чисто по-честно, когда слушаешь, у меня что-то вот этот весь не получается, через 2 месяца, ну как мы подходим здесь? Такой индивидуальный подход. Я пообщалась, мы видим, что человек не дает не так вот, Васьки за наш, а за то я пошел вам. Это человека любит, это очень важно. Во-первых, я всем говорю, человека любит прежде всего. Ничто в жизни не соединяется. Человеческое это очень важно. То, что нужно руководить, это очень важно. Еще есть вопрос? Думаю, еще есть делегация. Да, делегация съездит. Но все-таки отбор. Это прекрасно. Я рынок говорю. Я весной и осенью рынок не Скажите, от города далеко? Я вот это Город. сказала, Город. вот этот город, это же город, почему мы говорим, потому что и район, 8 районов. 9 областей. Очень равно. Я не поверю. Если там название ипподром, центр Ростова, это на районе. Это находится Ростов является центром образования и здравоохранения в Южной России. У нас один университет, 5 академий, мединститут, 7 медицинских, которые проходят точно так, что ребята поступают бесплатно. Также бесплатно. У нас здравоохранение, оно страховало. Поселке есть филиал 4-й поликлиники, большой филиал, и там же есть больница Академический филиал. Это здесь. И там же все находится. И Ростовский
получается район это территория города, а поселок это пригород. Как это самое? Район это значит черты города. Ну, если не возьмете гражданство, Это Мария, пригород. Aslında bizimle gelip geliyor ama şehirde 4 rayon var mı? Şuna gelip etkenler şehirde gittim. смотря какие. Есть продуктовые, есть автомобильные, есть велосипеды. Конкретно вот как у вас нет. Мы не говорим, что это интересно так, а это у нас вот, я хочу это сказать, мы находимся в черте города. Сейчас я отвечу на что-то. Если я отвечу, у нас находится в черте города, у нас 11 городских маршрутов. Они куда есть 11 маршрутов, то вы не могли сделать, наверное, 4 года. Будет кружечка, и поселок, и жители. Ни в одном другом рынке столько движения нет. Есть велосипед, есть автомобиль, 2 автомобиля за городом. Есть центральный рынок, только что газета писали, там какой-то период писал, что там рынок какой-то центральный рынок, все ключевые рынки закупаются у нас на рынке, там ставят свою цену, и все, которые вокруг, есть Александровский рынок, есть Нахичеванский рынок, уже там рынок, есть еще сколько есть овощной азербайджанский, там легко есть овощи. Поэтому, ну, как я с Востока говорю, как подобно, как и надо жителям 1 350 000 уже официально, достаточно. А то Икея, Икея, там современный город, в общем, мы приехали оттуда, ничего, и лишнего, и нового не было, тоже был самое лучшее. Тоже центр, тоже шум, тоже гул, все равно, в шуме были. Вы оформитесь как рабочий. Вы оформитесь как рабочий. То есть скорая однозначно школа, больница. Налог платит собственник. Я. Или патент, или аренду. Значит, оплачиваем налог. В аренде или собственник. Вы платите налог на сегодняшний ЕСВ после сегодняшнего дня, с Нового года, доходы не растут. Совершенно и то либерально. Совершенно можно свои идеи покрывать, да, совершенно спокойно можно работать. Просто если вы не будете каждый день граунд за налога. Я сейчас спрошу об этом, покажите, да? То есть у нас вот такое дело. Кто чистит канализацию, никто, а директор водоканала. Поэтому не работаешь, ты никто, ты поработаешь, служишь. Поэтому приходится нам работать. Все. Поэтому школа, у нас есть такое понятие южный колорит. Армения, Азербайджан,
не весь кавказский, очень, особенно Дагестан, они говорят, что не вспомнишь, когда это 40%. Когда взлетаем. Так красиво рассказываете, что придется ехать. Вы скажите, вы мне задайте. Мне понравилось, что через 2 месяца раздаться. Вы мне задайте неудобный вопрос, я постараюсь ответить только лишь потому, что мне легче сказать да, нет, чем А нет. что, назад нельзя уже? Уже нельзя, а здесь есть, через 5 лет он добавит. Вы не знаете, ты получила другое гражданство, ворачиваешься домой, и только через 5 лет. Я прорабатывал вариант затаскивать Корею и Китай через Киргизию и Узбекистан. Получить гражданство, они сказали мне, а ты сначала получи. У вас там детские души есть? На рынке нет. На рынке нет? На рынке нет. Açmayız kuşak bastırıcılar. Uşak, iyice 5 lira koyup gelip pazar çıkarıp durmaz. Синуша ворачивайся, он крупный игрушки. Наверное, перевоз качает. Для того, чтобы там çıkarmak Нет. граница. Нет. Сертификат Вы понимаете, на рынке есть все, билет там. как говорится. На сегодняшний, за последние 1,5 года цена подскочила в 3 раза. Из-за отсутствия торговли. Вот это то, что мы тут писали сразу. Официально. Спрашивает Джамиль, он спрашивает, я его сразу его поняла. Он у нас занимается крупной игрушками. Он говорит, я бы с удовольствием туда поеду. Но игрушки ты не видишь. Через Казахстан 100% потому что в прошлом году хотела полиция, я не разрешила, мы целых 2 дня разбирались с Николом, они хотели заходить и брать. У нас, к сожалению, да, как работает сотрудники финансовой полиции. Как будто во благо страны, а на самом деле во благо своего кармана. Вот они увидят и начинают там говорить. Поэтому мы их не решили. Поэтому скажем, справка, лицензия через Казахстан. Напрямую можно отправлять их деньги. Я именно вот эти вопросы могу вам не сказать, я и подготовлюсь, и отвечу в этот, на онлайн, и отвечу. Я что хочу сказать именно насчет полиции, насчет всего. Согласитесь, у нас тоже надзорных органов много. Вопрос стоит в бренде. Я этот вопрос... Я вчера ему задала этот вопрос. Я сначала по глупости сказал решать. Сразу довели. Он сказал, как ты решаешь? Я сказал, этот вопрос. Я 17 числа, вот сейчас мне, почему я обратно тороплюсь, мне надо встретиться начальником УВД области. Начальник УВД области, не обижайте, что я говорю, телевизия маленькая страна, 4 миллиона, 5 миллионов. Ростовская область 4 и 2 миллиона жителей. Ростовская область, Краснодарский край 5,6 миллионов жителей. УВД области это целый министр внутренних дел. Такая же должность у меня Ратной Карачаева-Черкесии 450 жителей, тоже министр внутренних дел. Поэтому начальник УВД это очень большой человек. Если так, по-восточному сказать, очень большой человек, очень крупный. Вот я хочу задать вопрос, именно опять, слушай, свои гоняют, бренду, мы кого защищаем? Американца, который производит Nike 51% спортивной обуви по всему миру, мы тебя в одном месте видели, Путина в одном месте видели, Трамп видел, а мы его просто защищаем. Этот вопрос, потому что задавая такие вопросы, неудобные вопросы, мы очень много сохраняем предпринимателей, чтобы на них попросту не наезжать. Это у вас появится вопрос, и там появится. А до этого мне надо высказать то, что вот я знаю.
Сразу скажу, я по-киргизски понимаю, поэтому вам до этого хочу сказать про ролик Жириновского. Вы знаете, в России женщин загнали в гроб 10 миллионов женщин. Потому что все время просили сапоги, шуба. А сами не помнят, говорят, сколько они в гардеробе, говорят, 30 пар шуб, говорят, и 20 пар сапогов. После сегодняшнего дня, я думаю, вы показали вот то, что надо женщинам, то, что надо мужчинам. Но я думаю, вы пластически лечите, но калечите сердца мужчин. Я серьезно. Поэтому я сюда приглашу того человека, который меня сюда пригласил, чтобы он уже понимал, в следующий раз ходить ему сюда или нет. Подойди, пожалуйста. Джамалбек Салиев, государственный деятель. Теперь более серьезно. Все-таки женщина всему голова. Азия все-таки уже подтягивается за Европой. Конечно, все, что показали, все прекрасно, все, что надо, все из жизни. Поэтому я вам пожелаю всем сегодня праздничного настроения, здоровья. Вот вы обходились без этих хирургических вмешательств, что вы всегда были родителями своих детей. И как я всегда люблю говорить, именно на ваших аудиториях, азиатских аудиториях, я сам нахожусь в Ростове, сам я с Карачаево-Черкесии, карачаевец, тоже ушел из дома в 16 лет, до сих пор работаю. И очень приятно видеть в этом зале всех работающих, всех успешных женщин в любой сфере. Поэтому, если вас приглашают именно на покупку нижнего белья, я вас приглашаю на покупку и продажу всего белья и одежды через дорогу к себе в Ростов. Спасибо большое. Можно я вас немножечко И поправлю? два слова повторюсь. Главное вам здоровья, здоровья, здоровья. Вот это настроение никогда не покидало вас. Спасибо. Спасибо большое. Я немножко не соглашусь с тем, что Азия за Европой, скорее Европа за Азией. Особенно в блефаропластике. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Как говорится, рай под ногами матери. Бардық энелерди ушундай сулуулугуңар менен өмүр бою балдарыңыздардын сый урматында болуп, биздин төрүбүздө болуңуздар деп кааламакчымын. Жана ошондой эле ушул досум атайын Ростов на-Дону шаарынан келип, Темерник деген базарга бардык бүгүн барып Дордойдогулар менен жолугуп барын чакырып келдик. Сиздерди дагы бардыгыңыздарды чакырабыз. Ростов на-Дону шаарына барып, биз менен кызматташыңыздар. Баарыңыздарга рахмат.